Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто 100% скоро объявится? Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя и задайте вопрос. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, кто совсем скоро, очень точно объявится, появится и придет? Так, замечательно. Событий много людей посмотрят, все люди разные, и давайте будем по порядочку идти. А вы уж там себе фильтруйте, понимаете, что ваше, что не ваше. Во-первых, здесь вот прям самое ближайшее время приход возвращенца, который нашкодил, который вел себя плохо, который обидел, который мучил, который, знаете, вот как след оставил такой, да, нехорошее в вашей жизни, либо в ваших воспоминаниях. Человек возвращается. Причем возвращается с каким-то острым желанием, не знаю, там обнулиться, округлиться, забыть про все, вас заставить забыть про все. И с какой-то верой в то, что вы, просто вот не сможете ему отказать, да, что вы вот прям в его объятиях прям растаете, да, вот приду и скажу, вот прости, давай все заново. Она скажет, хорошо, да, тебя только и ждала, давай начинать. Вот этот момент я у вас вижу. Смотрите, если вы девушка сейчас не свободная, если у вас уже есть отношения стабильные, которые вы не желаете терять, будьте очень аккуратны. Потому что человек идет прям с такой наглостью, с каким-то таким нахрапом, может вам нервы попортить и жизнь в принципе. Почему? Да потому что вот как, знаете, безумный, да, какой-то безумный будет прям лезть к вам, да, в вашу жизнь, там цепляться к вашему сегодняшнему партнеру, может там что-то будет пытаться там ревновать, драться и прочее. То есть, прям поведение такое, знаете, безобразное, вот прям так хочется сказать. Здесь либо полностью блокируйте, посылайте, может быть, даже, не знаю, там, пригрозите там полиция, да, что вот если ты не отстанешь, я там вызову полицию. Либо вот если у вас претензии к нему остались, вот прям в лицо, вот, а ты мне жизнь испортил, а ты там, я из-за тебя там страдала, переживала, никогда не прощу, все, пошел вон, уходи. Вот этот момент очень важен. Прям берегите себя, прям берегите. Если вы девушка на сегодняшний день свободная, то я вам так скажу, не искушайтесь на этого человека. Он вам тут, знаете, какие сказки будет рассказывать. Тут прямо и мамой будет клясться, и все, что хочешь, и я такой хороший, я поменялся, осознал, передумал, придумал. Прям хотите, испытайте его. На первом же испытании он весь испалится. Вот я вам честно говорю. Этот человек, он не готов сегодня заново, либо в принципе, да, не готов выстраивать отношения. У него какой-то, вот знаете, порыв будет. Порыв прям хочу, да, и все. Дайте мне прямо ее сейчас, и чтобы все у нас было, и чтобы мы опять были там любовниками, там, мужем и женой, семьей, не знаю, вот как-то так у него идет. У него что-то случилось, вот прям в жизни что-то случилось накануне, и он нашел себе выход, да, утешение, что вот, а я к ней вернусь, да, значит, жизнь у меня наладится. Вот какой-то момент, несерьезный подход к этому вопросу. Он еще не раз будет возвращаться в вашу жизнь и не раз еще будет вас беспокоить. Но у кого-то отыграется так, что где-то вот его там 3-й, 4-й камбэк будет самыми успешными и удачными. То есть он уже будет готов к этому моменту, вы будете готовы. И действительно, так судьба сложится, да, что вы друг другу шанс дадите. То есть по вот этим двум голубкам вы сойдетесь и объединитесь. А кто-то вот прям, знаете, вот прям пострадает девушка, да, из-за вот этого навязчивого бывшего, вот так хочется сказать. Так, еще момент. Момент возвращения блудного мужа, да, если так, блудного, как правильно
Вы уж извините, прям под эмоциями говорю, поэтому могу говорить некоторые слова неправильно. Вот возвращение человека, который действительно в прямом смысле слова блудил. Блудил, может быть, там где-то с кем-то, а может быть, просто где-то вот занесла его судьба, где-то там он гулял, развлекался. Человек возвращается, и возвращается ему будет, знаете, как неважно в каком формате, мужа, друга, там, не знаю, просто знакомого. Ему будет очень важно с вами, вот, знаете, как поговорить, увидеть, что вы больше не злитесь, либо понять, что он вам еще дорог, что он вам важен. Вот здесь будет перемена в качестве ваших отношений. То есть человек возвращается, и ваши отношения становятся качественно другого уровня. То есть либо вы опять сходитесь, соединяетесь и уже живете как действительно достойнейший муж-жена, друг друга любите, уважаете, холите, лелеете. Либо вы с этим человеком становитесь, ну, скажем так, друзьями, да, вот родными людьми. Близкое общение. Ну, например, если у вас там общие детки, да, то есть он будет вам там, ну, не знаю, там, как подружка-сестричка, да, приходить, помогать, участвовать. То есть хорошие отношения могут быть. В любом случае, это шанс, это возможность. Ну, тут вы как бы не пострадаете, не потеряете. Но это именно для мужей. Муж. Прям 100% муж, который был. Так, дальше. Кто еще 100% вернется? Ну, во-первых, если ваш любимый сейчас на расстоянии с вами, да, то есть уехал, командировка, какое-то путешествие, работа, не знаю, там вахта, в принципе, да, вот как-то разделила вас судьба. На расстоянии вы там общаетесь, все договариваетесь, встретиться не получается, обязательно приедет, обязательно будет встреча, причем смотрите, какая яркая, любовная, хорошее, прям счастье идет, да, вот прям такое огромное сердце, счастье идет. Еще для людей, которые вот абсолютно одинокие, к вам идут какие-то родственники, дальние, названные, не знаю, то есть люди, которых вы либо очень плохо знаете, либо очень долго об этих людях ничего не знали и не слышали. Вот есть такое выражение «снег на голову». Вот они к вам вот так вот в таком формате и придут. Придут, а вы так думаете, ну, товарищи, а я же вас совсем не знаю, что мне с вами делать. Но я вам в защиту этих людей скажу такую вещь. А вот они чувствуют свою вину, что не общались, что вот так сложилось, да. То есть люди идут, в принципе, с сердцем, с душой идут, общаться идут, помогать идут. Не от вас что-то брать, забирать, а, возможно, вам что-то дать. То есть не гоните их, да, дайте возможность, дайте шанс этим людям проявиться, да, просто хотя бы пообщайтесь, выслушайте, не рубите. Вот эти связи не рубите. Люди неплохие, вот честно говорю. Следующий момент. Момент каких-то вот встреч с детьми, особенно вот если взрослые дети. Вот кто думает, что все, там дети меня там забыли, бросили, живут там своей жизнью, ничего подобного. Вот по крайней мере вот выходит мне вот такой ребенок, вот я не могу сказать мальчик-девочка, да, но выходит, который постоянно вспоминает, думает и, как говорится, совесть мучает, да, что ну вот так сложилась судьба, что я не могу там постоянно звонить, не могу там общаться, либо вдруг, если вы где-то там поссорились, ну, не может человек, да, переступить через какие-то свои ограничения там, по гордости, да, чтобы первым выйти на контакт, хотя очень-очень сильно хочет. Тут либо какую-то весточку, либо подарочек, либо смс-очка, либо лично у кого-то отыграется, что человек приедет, ну, выстраивать заново ваши отношения. Вот такой момент. Так. Для тех, кто у меня в поисках, да, в поисках любви, счастья, кто у меня не одинокий, но свободный человек. Во-первых, вот вы будьте аккуратны. Почему? Первый момент. Идет какой-то яркий субъект в вашу жизнь, который там будет пытаться вас под себя, да, там, подогнуть. Будьте аккуратны, потому что человек, от которого можно обжечься. И человек такой, знаете, вот свое получит, да, и все, и Васькой звали. Но тут такой момент, да, либо вы его, либо он вас. Я не вижу тут любовной связи. Я вижу здесь
какой-то урок, да, либо он получит урок, когда вы ему откажете, либо вы получите урок, если вы согласитесь. Поэтому будьте аккуратны. Следующее. У вас идут какие-то знакомства с очень пресными людьми, очень пресными, не знаю, неинтересными, не симпатичными. Вот как-то вот череда, да, каких-то знакомств, все как будто бы одного лица, одноликие, да. Разочарование может быть в этих знакомствах, но вы не должны разочаровываться ни в ваших партнерах, ни уж в себе, да, точно не должны. Вы должны на это все посмотреть как на подготовку, вашу подготовку к новым стабильным серьезным отношениям. Человек, который должен стать вашей парой, он найдет вас сам. Одно из таких безликих знакомств, назовем их так, приведет вас к тому, с кем вы будете вместе в паре, в браке, в счастливой семейной жизни. Поэтому глядите в оба. Это вот, знаете, как-то вот осадочек уже такой пойдет, что вот, а зачем я там время трачу с этими всеми пустыми мужиками, там общаюсь, встречаюсь, да, все они какие-то не нравятся, да, несерьезные, не нравятся, не мое, да. И вот в один из таких моментов будет знакомство действительно с вашим человеком для любви, для счастья и для будущего. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.